Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Вначале о главных событиях. 28 уголовных дел в производстве Следственного управления Генеральной прокуратуры. Президент провел совещание с руководителями силовых структур. 3 сложные операции за несколько дней и более 30 консультаций. Кандидат медицинских наук Георгий Чибиров провел прием маленьких пациентов. Почтили память выдающегося осетинского композитора. Труппа филиала Мариинского театра в Ирсу-Алане возложила цветы к могиле Жанны Плиевой. В производстве Следственного управления Генеральной прокуратуры Южной Осетии на сегодняшний день находится 28 уголовных дел. Доложил президенту Алану Гаглоеву на совещании с руководителями силовых структур генпрокурор Григорий Собаев. Главе государства доложено, что основной деятельностью Комитета государственной безопасности Южной Осетии в настоящее время является создание условий для проведения выборов президента России на территории республики в спокойной обстановке. Рассказано и о планируемом подписании соглашения о сотрудничестве между оборонными ведомствами Южной Осетии и Сирии. Подробности далее. Алан Гаглоев провел совещание с руководителями силовых структур. Президенту доложено о текущей оперативной обстановке. В первую очередь Гаглоев заслушал информацию по резонансным уголовным делам. Всего в производстве Следственного управления Генпрокуратуры находится 28 уголовных дел. Особо тяжкие преступления, там небольшой процент составляет, 15% соотносимости. Остальные тяжкие и средней тяжести уголовные дела. Согласно докладу генерального прокурора, производство по тяжким уголовным делам завершено. По словам Субаева, возникают некоторые нюансы, которые решаются в рабочем порядке. В своем большинстве тяжкие уголовные дела, которые находятся в производстве Генеральной прокуратуры, они производством уже завершены. Есть некоторые нюансы, которые мы решаем, в частности, и с Министерством здравоохранения, там проведение ряда экспертиз. Ввиду отсутствия специалистов в Южной Осетии мы вынуждены обращаться в российские компетентные органы для того, чтобы они нам предоставили возможность проведения этих следственных действий, в частности, назначения экспертиз, проведения экспертиз. Эти уголовные дела, они в первом квартале текущего года, я так полагаю, уже найдут свое логическое завершение в судебных органах. То есть мы направим, а там же суд уже как будет рассматривать это, мы по срокам не можем сказать. Также Григорий Субаев обратил внимание на хозяйственные уголовные дела, которые из общего количества находящихся в производстве надзорного ведомства дел составляют около 60%. Общая сумма выявленного ущерба по этим хозяйственным уголовным делам составляет 215 миллионов рублей. То есть выявленного ущерба. Из них сейчас на стадии принятия решения, то есть на завершающей стадии находится 3 уголовных дела, общей суммой ущерба около 40 миллионов рублей. Они уже в ближайшее время, там по ним проведены бухгалтерские экспертизы. Все остальное сейчас уже дела готовятся к направлению в судебные органы. В Генпрокуратуре, по словам Субаева, на стадии принятия процессуальных решений находится 5 материалов проверок хозяйственной деятельности. Предварительная сумма ущерба по которым составляет около 30 миллионов рублей. По инициативе Генеральной прокуратуры контрольно-счетной палаты проводится также ряд проверок, которые уже находятся на стадии завершения. Это Министерство здравоохранения, там проверка была назначена, и ряд других подразделений, в частности, хозяйственного назначения в местных органах исполнительной власти. Все уголовные дела рассматриваются в обычном порядке. Не зафиксировано ни одного случая давления на суд, ни один судья не обращался с подобным заявлением ни в устной, ни в письменной форме. Доложил президенту председатель Верховного суда Виталий Джиоев. В соответствии с законом суд выходит из этой каждой конкретной ситуации. То есть и по любым делам. То есть какого-либо давления со стороны обвиняемых или со стороны потерпевших на суд давление не оказывается? Ни в коем случае, ни одного случая не было зафиксировано. Ни один судья не обратился с соответствующим заявлением и устным, или письменным. Министр обороны Марат Павлов доложил, что планируется подписание соглашений о военном сотрудничестве между оборонными ведомствами Южной Осетии и Сирии. Все мероприятия, которые запланированы на текущий год, полностью выполняются. В первом квартале этого года ожидаем делегацию с Министерства обороны Сирийской Арабской Республики для наложения текста и дальнейшего подписания о военном сотрудничестве. Свое подтверждение они письменно дали.
Как следует из доклада председателя Комитета госбезопасности Олега Ширана, основным моментом деятельности ведомства в настоящее время является подготовка к проведению выборов президента Российской Федерации. По линии Комитета госбезопасности и оперативной обстановки под контролем мы работаем по плану. Основным моментом нашей деятельности сейчас является подготовка к реализации президентских выборов Российской Федерации и обеспечение их безопасности на территории Республики Южная Осетия. Работаем в тесном взаимодействии с ФСБ России. Проблемных моментов на данный момент не фиксируем. В Рио начальника погранслужбы КГБ Южной Осетии Валерий Алеханте доложил, что грубых нарушений режима государственной границы за отчетный период не обнаружено. Нарушения в основном связаны с хозяйственной деятельностью. По всем нарушителям ведется работа и проводятся мероприятия. Также пограничная служба осуществляет охрану государственной границы на участке государственной границы в населенном пункте Виста. На данном участке в режиме реального времени осуществляется наблюдение за объектами инфраструктуры полиции Грузии. На данный момент усиление постов не наблюдается. О ситуации с импортом товаров в Южную Осетию главе государства доложил руководитель таможенного комитета Александр Чочиев, заявивший также о намеренной раскачке ситуации отдельными предпринимателями. Наши предприниматели раскачивают ситуацию вокруг снятия экспортных пошлин из Российской Федерации в Республику Южная Осетия. Якобы ничего не поменялось, им приходится также платить суммы в прежнем размере. Распространение неверной информации дискредитирует нашу работу, которая была проведена по снятию экспортных пошлин и работу, которая проводится ежедневно по улучшению оформления магазинных грузов через пункт Нижний Зарамов. Они рассылают информацию, что стало еще хуже, и этим оправдывают свои расценки, которые повысились 1 октября, то есть после введения экспортных пошлин в Российской Федерации. Как отмечает Чочиев, участники внешнеэкономической деятельности, десятки лет занимающиеся предпринимательской деятельностью, из-за нежелания как следует ознакомиться с оформлениями в обязательном порядке документами, не понимают, за что им приходится платить при поставках товаров в Южную Осетию. Ситуацией пользуются и брокеры, повысившие расценки на свои услуги. По словам руководителя таможенного комитета, необходимо принятие срочных мер, поскольку брокеры фактически влияют на продовольственную безопасность республики. Здесь нужно принять срочные меры, потому что эти люди фактически влияют на продовольственную безопасность Республики Южная Осетия, что наглядно проявилось в данном времени, когда пара брокеров отказались работать с гостиничными предпринимателями, что привело к продовольственному кризису и увеличению стоимости товара. Президент поручил организовать его встречу с предпринимателями. По словам Гаглоева, необходимо выяснить, с какими проблемами они сталкиваются, довести до них соответствующую информацию, чтобы те, в свою очередь, владели информацией о процедуре оформления грузов, чтобы никто не мог вводить их в заблуждение. Организуйте встречу с предпринимателями, пригласите министра экономики Александра Ермаковича. Встретимся, переговорим, доведем до них информацию. Также, по словам президента, необходима встреча с брокерами. Как отметил Гаглоев, необходимо расставить все точки над «и». Получается, правительство свою задачу выполнило, те проблемы, которые были перед нами, мы решили, а для предпринимателей проблемы остаются. Руководитель администрации президента Алам Маргиев считает необходимым проработать все варианты, чтобы обеспечение продуктами населения республики не было завязано на 2 или 3 предпринимателях. Необходимо проработать несколько вариантов привлечения, в том числе дополнительных людей, которые бы занимались оформлением грузов, которые пересекают государственную границу на пункте пропуска Нижний Зарамок. Но мы проработаем, организуем эту встречу, в частности, с участием Министерства экономического развития. Как добавил руководитель таможенного комитета Александр Чочиев, в 2023 году таможня перевыполнила план. В ушедшем 2023 году таможенный комитет при плане 152 миллиона 270 тысяч рублей пополнил казну нашей республики на 218 миллионов 228 тысяч рублей. На 65 миллионов 958 тысяч больше установленного и в процентном соотношении составляет 43%. О проводимой ведомствами работе президенту также доложили главы МВД, МЧС, службы судебных приставов и других структур силового блока правительства. Зарина Кочиева, Сармат Гузитаев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня.
И сегодня же глава государства провел встречу с главами районных и городских администраций. Обсуждены планы на текущий год и проблемы, возникающие в работе. Алан Гаглоев отметил, что руководство республики проведет необходимые мероприятия для улучшения условий жизни сельского жителя. А руководители районов, в свою очередь, должны внимательнее относиться к проблемам граждан и по мере возможности решать их на местах. Հարուսնեմ շրշուդի սարազինով մանշիս պրոբլեմատա շեմիդեգ ուզատտեմ ոյպուսեմ ներոյունթը մուխտարիակ կենջիթեմ Министр иностранных дел Южной Осетии Хсар Джиоев направил ноту соболезнования послу России в Республике Марату Кулахметову в связи с террористическим актом в Донецке. Цитата. «С чувством глубокой скорби воспринял известие о террористическом акте в Донецке, где в результате варварской атаки вооруженных формирований киевского режима по гражданской инфраструктуре имеются многочисленные человеческие жертвы среди мирного населения», говорится в ноте соболезнования. По словам Джиоева, Южная Осетия, неоднократно подвергавшаяся акциям террора со стороны Грузии, решительно осуждает данное преступление. Напомним, накануне украинские войска обстреляли рынок в Кировском районе Донецка. По последним данным, жертвами артиллерийского удара стали 25 человек. Еще 25 были ранены. 18 из них госпитализированы. К другим темам. В Южной Осетии по приглашению министра здравоохранения Томаса Джикаева находится кандидат медицинских наук Георгий Чибиров. За время своего пребывания в республике травматолог-нейроортопед провел 3 сложные операции, проконсультировал более 30 маленьких пациентов. Многим из них необходима помощь врача. Операции доктор Чибиров проведет в детской больнице на плановой основе уже в феврале. Стелла Бязрова с подробностями. Хорошо себя чувствуешь? Да. А ты боялась перед операцией или не очень? Смелая ты у нас девчонка? Да. После операции на стопе прошло несколько часов, но маленькая Таисия уже чувствует себя прекрасно, общается с врачом и даже ухитряется шутить. Маленькая пациентка появилась на свет с патологией нижней левой конечности, что сказывалось на способности ходить, а с годами состояние только усугублялось. С рождения, можно сказать, обнаружили левосторонний гемопараз. У себя в городе мы лечили это. Лечение как такового, результат давал, но видимых не было сподвижек, что ли, так скажем. Семья Пушиных в поисках специалиста, который возьмется за операцию такой сложности, обошла ни одного врача. При хирургическом вмешательстве важно не задеть нервные окончания, что является непростой задачей, требующей высокого профессионализма. И, наконец, им повезло найти такого врача в лице Георгия Чибирова, уроженца Южной Осетии, травматолога, нейроортопеда, кандидата медицинских наук. Даже не ожидала, что так быстро все придет. Я очень переживала, очень как-то волновалась, плакала, конечно. Прямо... Не знаю, я очень благодарна врачу, что так все это прошло быстро и вообще как будто бы даже не было операции, как-то такое легко это все прошло. Чибиров в течение недели в детской больнице РММЦ наблюдал соответствующих, консультируя родителей по их дальнейшим действиям. За это время врач успел провести 3 операции пациентам, приехавшим ради этого из России. Пушины прибыли на операцию из Ижевска. Хирург отмечает, что операция изначально предполагалось провести в Северной Осетии, но благодаря инициативе и поддержке руководства РММЦ состоялись здесь, о чем не жалеют ни врач, ни сами пациенты. Лучший вариант из того, что можно было бы выбрать. Таисия молодец. Впереди у них интересный период. Фиксация гипсовыми повязками, ходьба, активизация, потом снятие гипсовых повязок. Георгий Чибиров прибыл в Цхинвал по приглашению министра здравоохранения Томаса Джикаева. За несколько дней врач успел проконсультировать более 30 маленьких пациентов, состоящих на учете в детской больнице. Чибиров наблюдал пациентов с ДЦП, генетическими патологиями и аномалиями развития головного мозга. Удивительно на самом деле, но вот в Южной Осетии статистика немного разнится относительно тех данных, которые есть у меня по России. Я просто много где езжу, консультирую пациентов. И чаще всего на консультации приходят пациенты нейроортопедического профиля. Это ДЦП, заболевания центральной, периферической нервной системы. Но вот в Цхинвале превалирует больше ортопедическая патология.
ДЦПшников не так уж и много. Поэтому в первый день у меня был нейротопический прием пациентов с ДЦП, их было, по-моему, где-то 11. Вот. А все остальные, последующие, там, через пару дней я вел прием, были пациенты ортопедического профиля с деформациями стоп, были генетические пациенты, деформации стоп, идиопатические и приобретенные на фоне последствий травм и так далее. Большинству детей, как выяснилось, надлежит пройти через хирургическое вмешательство. По словам Чибирова, с родителями обговорены условия и подготовка к операции. Требуется операция, я, естественно, с родителями об этом поговорил, подробно, детально им все рассказал, обрисовал перспективы, чтобы у родителей было видение, что будет в результате хирургического лечения и что гипотетически может быть, если операцию не делать. Если статистически смотреть, то где-то 30%, наверное, из пациентов второго консультативного дня пойдут на операцию. Как отмечает хирург, операции будут проводиться в детской больнице на плановой основе уже в конце февраля. Стелла Бязарова, Ринат Медоев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Артисты филиала Мариинского театра в Ирсу-Алане ответили на вопросы журналистов. Сегодня, в годовщину смерти автора музыки к балету «Фатима» Жанны Плиевой, на сцене Югостинского госдрамтеатра состоится премьерный показ. Известный остинский композитор Жанна Плиева мечтала о том, что балет «Фатима» будет представлен на сцене, сказал на пресс-конференции художественный руководитель Югостинского госдрамтеатра, режиссер балета Тамерлан Дзуцев. Тему продолжит Эльвира Тибилова. Участники остинского балета «Фатима» по приезде в Схинвал дали пресс-конференцию. Сегодня, в годовщину смерти выдающегося композитора, автора музыки к балету Жанны Плиевой, на сцене Югостинского госдрамтеатра имени Костахи Тагурова состоится сразу два премьерных показа постановки. Режиссер постановки, худрук госдрамтеатра Тамерлан Дзуцев рассказал о предыстории создания балета, отметив, что постановка была большой творческой мечтой Жанны Васильевны. Балет «Фатима» был написан в 85-86 годах, еще прошлого столетия, можно сказать так. И Жанна Плиева вместе с Анатолием Азаревичем, который писал либретто, они создали этот балет. И с тех пор этот балет как бы искал свой выход на сцену, можно так сказать. И когда мы общались с Жанной, она все время мечтала об этом, чтобы когда-нибудь балет будет, и это будет самым таким днем в ее жизни, когда она будет радоваться, что ее балет исполняется на сцене. Автором идей и художественным руководителем проекта является народный артист России Валерий Гергиев. Хореограф-постановщик, главный балетмейстер северостинского филиала Мариинского театра Василий Суанов. Дирижер-постановщик Георгий Албегов. Сценограф и художник по костюмам Давид Найфонов. Дзуцев выразил благодарность воплотившим мечту великого композитора и реализовавшим эту грандиозную идею. Валерий Суанов отметил, что во время работы вдохновлялся музыкой Жанны Васильевны. Этот балет ждал меня всю жизнь, отмечает хореограф-постановщик. Это была очень сложная работа. И я думаю, что это композитор, который, мне кажется, немножко даже опередил свое время. Я осознавал и понимал, что этот балет ждал меня всю мою жизнь, от начала моего рождения. То есть он приблизительно в этих годах был написан. Я предполагаю, что она его создавала прямо от начала моего рождения. И этот балет ждал свою жизнь, всю мою сознательную жизнь. И я благодарен судьбе и то, что мне довелось столкнуться с таким музыкальным материалом такого уровня. Музыку Жанны Плиевой играет симфонический оркестр Владикавказского филиала Мариинского театра. Дирижером показов балета является Георгий Албегов. По его словам, музыка Жанны Васильевны составляет космический масштаб и обязательно сохранится в веках. Идея стала обсуждаться активно еще в октябре 2021 года. С тех пор проделана была и техническая работа, и впервые, когда мы услышали музыкальный материал, мы очень многое для себя открыли, и мы услышали и национальные элементы, очень ярко выраженные, которые нашли свое отражение и на сцене, и в постановке. Мы услышали
как это сейчас говорят, современное звучание, хотя на самом деле это уже, можно сказать, и классическое звучание, академическое. Мы услышали какие-то новшества, и все это написано и собрано по форме, очень все выстроено, очень все логично, поэтому эта музыка действительно не оставляет никого равнодушным. Солисты балетной труппы Виолетта Магомедханова и Азамат Малиев рассказали о личных переживаниях во время работы над воплощением образов своих героев и о том, какими видят их они. После каждого спектакля, когда проходит сцена сумасшествия, есть момент, где она приходит в себя и видит вот эту картину, что вообще вокруг произошло. И у меня слезы градом во время спектакля, и когда я захожу за кулисы, я не могу остановиться. То есть я настолько это проживала, ее роль, и правда, пока я не выхожу на поклон, у меня текут слезы, просто потому что тяжело, правда, проживать это. Много разных эмоций, то есть от самого начала спектакля он такой юный, Джамбулат, полон жизненной энергии, ожидания от жизни, но уже после стольких лет, когда он возвращается в свой аул, то это совсем другой человек, и, соответственно, эмоции нужны другие для этого образа. Там идет очень сильный контраст. 2 первых премьерных показа балета «Фатима» прошли в Северной Осетии в ноябре прошлого года с феноменальным успехом. В Южной Осетии билеты на премьеру были раскуплены в рекордные сроки, в связи с чем принято решение о 2-м показе в этот же день. В совместных планах Тамерлана Дзуцева и Валерия Асуанова показ балета «Фатима» и в других городах России, а также представление в Схинвале оперы и реализации скифских фресок Жанны Плиевой. Эльвира Дебилова, Аида Кочева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Труппа филиала Мариинского театра в Ирсу-Аланию, прибывшая в Южную Осетию, возложила цветы к могиле известного остинского композитора Жанны Плиевой. Артисты сегодня на сцене Угостинского госдрамтеатра представят спектакль «Фатима» по одноименному произведению Куста Хитагурова. Музыка к балету написана Жанной Плиевой. Она также автор 7 симфоний, 3 балетов, многочисленных произведений камерной, вокальной и инструментальной музыки. В 2002 году удостоена государственной премии Российской Федерации за балет «Небесное зеркало». Деятели Владикавказского филиала Мариинского театра посетили могилу композитора Жанны Плиевой. Прошел год со дня ухода из жизни народной артистки Южной Осетии. Вместе с артистами к могилу упокоения выдающегося осетинского музыканта пришла ее двоюродная сестра, рядом с которой Жанна Плиева провела последние годы жизни. Жанна фаста барга тензен мену остазы рынчинай кайфаши мен заману я касам фала махой мимо костастам тен зеннану дифала что смогли сделали, но увы все в руках Божьих. Директор Североосетинского колледжа культуры Лариса Албегова отмечает, что в ее сердце композитор Плиева успела занять особое место. И это несмотря на то, что увидеться им в жизни удалось только дважды. Музыкой Жанны гордится не только остинский народ, но, мне кажется, любой страны, любой нации, которая хотя бы один раз услышит эту музыку. Я была с ней знакома, к сожалению, всего 2 раза я видела ее. Вот. Она когда-то нашему студенту написала замечательное произведение. Вот. И наш студент по сей день, он уже работает в отрасли культуры и поет. И она настолько глубоко была национальна по сути своей. И в то же время, вот здесь очень точное ее определение, человек-космос. То есть она, как сказать... Она сама себя так назвала? Нет. Она сама себя назвала, но никто из нас не возразил. Мы так считаем тоже.
Жанна Плиева долгое время жила творческой идеей написать музыкальный спектакль к поэме Коста Хетагурова «Фатима» и осуществила ее. Но, к сожалению, судьба композитора распорядилась так, что премьера ее главной идеи состоялась уже после ее ухода из жизни. Балет уже представлен во Владикавказе, а в эти дни посмотреть постановку смогут и юго-осетинские зрители. Я вообще благодарен судьбе, что она свела меня с таким композитором. В жизни каждого творческого человека, мне кажется, должен быть такой тандем, который бы сподвиг на более какие-то яркие творческие свершения. И для меня таким другом в этом творчестве явилась Жанна Плиева. К сожалению, в жизни лично с ней не был знаком, но посредством ее искусства я был знаком с ней в гораздо более раннем возрасте, в юношеском, можно сказать. Премьера балета «Фатима» состоится сегодня на сцене Государственного драматического театра имени Коста Хетагурова. Оксана Джуева, Арсен Гассиев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. 19 января в дежурную часть Цхинвальского управления внутренних дел поступило заявление от гражданина республики, в котором он указал на порчу имущества. А именно, неизвестные лица разбили транспортное средство потерпевшего. В ходе разбирательства стало известно о причастности подростков к данному преступному деянию. По данному факту собраны материалы и направлены в Следственный комитет МВД для дальнейшего рассмотрения. 19 января в дежурной части Цхинвальского УВД приняли заявление гражданина республики о преднамеренной порче имущества. Как пояснил житель Цхинвала, его личное автотранспортное средство разбито неизвестными лицами, вследствие чего автомобиль оказался непригоден для дальнейшей эксплуатации. В ходе соответствующих следственных процедур выявлена причастность к делу группы подростков. В ходе оперативных мероприятий были установлены лица, совершившие данное правонарушение. Значит, ими оказались несовершеннолетние жители нашего города, значит, которые впоследствии были доставлены в управление внутренних дел города Цхинвал вместе с родителями, где с ними провелась профилактическая работа в присутствии родителей. По этому факту, как отмечают правоохранители, собраны материалы и направлены в Следственный комитет МВД для дальнейшего рассмотрения. По словам инспекторов по делам несовершеннолетних, ими будут сделаны соответствующие выводы по отношению подростков и их родителей. Родители должны уделять огромное внимание своим детям, потому что в конечном итоге бывает так, что ни один родитель не знает, дети, которых бывают доставлены к нам в управление, в конечном итоге они не знают, где находились их дети. Значит, я, как взрослый человек, как сотрудник милиции, не могу понять, как может воспитываться ребенок на улице. И в свою очередь свое наказание понесут, а взрослые понесут свое тоже наказание. Инспекция по делам несовершеннолетних со своей стороны направит материалы дела на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних при администрации города Цхинвал. Анжела Кукоева, Регина Черткоева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. Каждое воскресенье в Республиканской детской юношеской спортивной школе проходят состязания по мини-футболу. Это чемпионат любительской футбольной лиги, который проходит с начала декабря прошлого года. Всего участвуют 10 команд. Накануне прошел 6-й тур. О результатах нам расскажет Стелла Бязарова. Состоялись игры 6-го тура чемпионата Юго-Осетинской любительской футбольной лиги, в котором участвуют 10 команд. Турнир вызвал большой интерес у любителей мини-футбола. Игры проходят каждое воскресенье в Республиканской детской юношеской спортивной школе. В главном матче 6-го тура встретились лидеры турнира – команды «Массив» и «Дергвиз». В итоге игроки команды «Массива» держали победу, укрепили свое преимущество в турнирной таблице. Команда, по словам самих игроков, намерена и дальше бороться за первое место.
Чемпионат любительской футбольной лиги проходит с начала декабря прошлого года. В телеграм-канале лиги можно отслеживать расписание игр, результаты встреч, видеозаписи забитых голов и в целом самые яркие моменты. كيزاغنا يقاوى سوادو شغلات فكوتوي فاسيات دار أنا فند دورتر درار خاينوش خبر كدو أفتا شتختنا ميشدون شاميرتا فندنا شاميوش تورنير واف سيزوني بستياني ما باش تورنير ايدرتا تونا فند شامي بولجا جايسارد مادر يو خم چمپيونات سورازم مجي بوسيم نوسيم любительский футбольный лигаян ما شامي لابوتا При подведении итогов турнира определят и лучшего бомбардира. В настоящее время лидером бомбардирской гонки является игрок команды Дергвис Йосиф Кодалаев, который в 6 играх провел 26 голов в ворота команды соперников. Стелла Бязарова, Батрат Схуриев, Ринат Медоев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность. В Знаурском районе днем +1, ночью -2. В Цавском районе днем -2, ночью 4 градуса с отметкой минус. В городе Квайса днем -3, ночью -6 градусов. В Ленигорском районе днем нулевая температура, ночью -2. В столице республики в Цхинвале днем 1 градус тепла, ночью -2. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.